Алейкум салам. Спрашивает брат, какой довод на обтирание обычных носков, не хуф? Приведите, пожалуйста, хадисы или высказанные саляфов. Смотрите, то есть нам известно, что пророк саллаллаху протирал свои носки. В то время носки, материал носков отличался от материала, который используется сегодня. То, что те же самые хуф, да, хуф, то есть носки из кожи. Носки из кожи, или то, что сегодня называют чешки. И пророк саллаллаху протирал на чешки, потому что эти носки были распространены. Других, скажем, хлопчатых, например, носков не было. Не было. И те носки, которые были распространены во время пророка саллаллаху, он протирал их, и протирали его сподвижники. Поэтому, если кто-то хочет сказать, что это относится только к кожаным носкам, он должен довод это принести. Понимаете? То есть у нас есть общий довод, что на носки можно делать протирание. А теперь это как-то ограничивать и говорить, что нет, это имеется только кожаный, на это надо принести довод. На это нужно привести довод. Если бы пророк саллаллаху сказал бы, что только на кожаные носки протирайте, делайте протирание только на кожаные носки, другое дело. Однако этого не было. Поэтому многие богословы, можно сказать, большинство богословов не делают разницу между кожаными носками и некожаными носками. Это достоверное мнение. А если кто-то хочет ограничить и сказать, что здесь речь идет именно о кожаных носках, то здесь нужен довод. И также посмотрите на мудрость. То есть мудрость. Зачем, например, шариат разрешил протирать носки? Подумайте об этом, о мудрости. Почему? Потому что в особенности в холоде снимать носки сложно. Вот вы сейчас особенно представьте, например, кто-то живет в холодных странах, например, таких как в Казахстане, в России. Как им сейчас в холодное время протирать носки? Это сложно, правильно? Снимать, то есть носки, то есть как им мыть ноги? Это же сложно. И эта сложность до сих пор присутствует. Она же не связана с кожаными носками. Она связана вообще с носками, что когда человеку холодно одевает носки, и уже мыть эти ноги сложно. И поэтому шариат разрешил протирать эти носки. И та же самая причина сегодня присутствует. А именно сложность снятия носков и мытья ног, в особенности в холодное время.